Не спрашивай, что страна сделала для тебя, спроси, что ты сделал для своей страны. Эти слова Джона Кеннеди являются показательными для нашего сегодняшнего героя, профессионала своего дела Айдара Махметова. Программа о человеке, который всегда достигает своих целей, не боится трудностей, а самое главное, заряжает окружающих работоспособностью и самоотдачей. Здравствуйте, меня зовут Динара Максютова, и это программа «Болашак Лазинен Баста». Айдар Махметов – заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, трехкратный чемпион мира по карате и ММА среди любителей и профессионалов. В феврале 2012 года он был назначен директором департамента по связям с общественностью акционерного общества фонда «Самрук-Казна». Часто у многих людей складывается такое мнение, что профессиональные спортсмены могут заниматься лишь спортом, и кроме спортивных результатов ждать от них нечего. Но Айдар полностью опровергает данный стереотип. Ведь несмотря на большие заслуги в спорте, он сделал прекрасную карьеру в абсолютно другой сфере деятельности. Национальное благосостояние Самрук-Казна я уже работаю с февраля 2012 года. Скоро уже будет 4 года, незаметно пролетело. Но в моей основной сфере деятельности входит, естественно, связь с общественностью, пиар, налаживание внутренних и внешних коммуникаций, выстраивание пиар-стратегий, в том числе и на зарубежных рынках. То есть вся вот такая работа, связанная с коммуникациями, лежит на плечах моего департамента. Взаимодействие со СМИ, ответы на запросы журналистов, изданий, различных СМИ. Айдар Махметов, член Совета Ассоциации «Болашак», родился 11 февраля в 1979 году в городе Астана, является магистром экономических наук Кассельского университета и по программе «Болашак», окончив Кёльнский университет Германии, стал доктором политических наук. В совершенстве владеет английским и немецким языками. Его любимыми увлечениями являются спорт, путешествия и чтение. Женат, воспитывает 3 детей. Айдар Махметов рассказал и показал нам, чем он занимается в Фонде национального благосостояния Самрук-Казна, который создан для повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики. Трудовая деятельность Айдара Махметова позволяет ему работать над реализацией интереснейших проектов. Курируя различные направления внутри фонда, он постоянно взаимодействует с зарубежными экспертами. Я решил стать именно стипендиатом программы «Болашак». Намеренно пропустил все дедлайны других фондов, где я без проблем бы тоже поступил. Но и ни о чем не жалею. Я считаю, что это «Болашак» одна из, наша программа президентская, одна из самых мощнейших и самых ярких инициатив нашего президента за все годы существования. Бенефиты от этого образования я стал чувствовать позже. Вот сейчас, став членом Совета «Болашак», у нас в этом году, в начале года, прошли выборы в Совет, и я стал одним из 13 членов Совета. Это должность, которую я получил на выборной основе, поэтому я ей очень горжусь. То есть каждый потенциальный член Совета выступал со своей предвыборной программой, пытался убедить этот наш небольшой электорат в этом. И вот эта выборная позиция, я могу сказать, что она полностью легитимна и дает и моральную поддержку, и заставляет и внутри уже самой организации работать на благо достижения различных целей, которые ставит перед собой Ассоциация «Болашак». Вот сейчас, работая членом Совета Ассоциации «Болашак», я эту поддержку и вообще бенефиты от того, что я являюсь выпускником программы «Болашак», я ощущаю более полным. И в целом факторы единения среди выпускников программы «Болашак» очень высокие. Все друг друга поддерживают, когда слышат, что закончил по «Болашаку», каждый всегда старается найти каких-то знакомых или подружиться. И у нас вот этот фактор, этот аламни, он очень такой мощный. Все отмечают, я думаю, со временем и движения «Болашак», и у аламни, тех, кто, ребят, кто закончил, кто является выпускником программы «Болашак», у нас большой потенциал вот этого единения и развития. Его формула успеха – это быть трудолюбивым, работоспособным, уметь правильно расставлять приоритеты в жизни и не шагать назад перед трудностями. Сейчас он является примером для подражания для своих друзей и коллег. Дармен Садвакасов также является выпускником программы «Болашак» и знает Айдара Алимжановича очень давно. Айдара знаю очень давно. Мы очень близкие, очень давние друзья.
Дружба наша уже практически 20 лет. Учились вместе в одном университете, в Евразийском национальном университете. Дружили, играли за одну команду КВН. Было много различных интересов совместных. Самое главное качество, которое я бы выделил у Айдара, это его харизма. Это очень харизматичный человек, очень яркий. И вы знаете, он очень популярен в социальных сетях. Его знают как разностороннюю личность. Он в каком-то плане очень уникальный человек. Вы знаете, он является одновременно и чемпионом мира, чемпионом Европы по различным единоборствам. Это и грэпплинг, это джиу-джитсу, это бои по смешанным стилям, карате. Одновременно, значит, он является мастером спорта по дзюдо. Ну, в общем, в целом физически очень подготовлен, а по спортивному очень обвешан поясами, медалями. С другой стороны, он является, значит, выпускником, значит, программы «Булашак», закончил и магистратуру, и докторантуру в Германии, владеет в совершенстве немецким языком, прекрасно знает английский язык, имеет опыт работы в международных концернах, в очень, я считаю, таком ярком проекте, как велокоманда «Астана». Уже много лет работает на ключевой позиции в фонде национального благосостояния, Самрук Казна, пиар-директор. И на этом поприще очень себя хорошо показывает. Айдар Махметов в возрасте 9 лет начал ходить на секцию дзюдо и занимался данным видом спорта около 8 лет. Параллельно ходил на тренировки по самбо и казахша курес. В 15 лет он уже был кандидатом в мастера спорта по всем 3 видам. Вот с чего начиналась его спортивная карьера. Сейчас его тренером и другом в одном лице является Канат Алин. Именно он мотивирует и поддерживает Айдара перед чемпионатами. Айдар Махметов на самом деле друг с детства. Мы вместе с ним занимались дзюдо, основал свою академию АТОС Казахстан. И Айдар заинтересовался, потому что он, в принципе, является действующим спортсменом. Он был чемпионом мира по ММА и по карате. Он очень заинтересовался борьбой джиу-джитсу. Я ему сказал: Айдар, давай не будем выезжать на мелкие турниры, а сразу уговорил его поехать на международные турниры, которые постоянно проходят в Абу-Даби. И первый же турнир оказался удачным. Он, в принципе, в 2 категориях отборолся, то есть категория в ги, в кимоно и ноуги, и занял 1-е место. Все те награды и пояса, которые я завоевал на протяжении этого года, сам, честно говоря, до сих пор иногда удивляюсь, потому что годы моих активного выступления, будучи профессиональным спортсменом, у меня не было, не всегда было по году столько наград. Вот эту медаль я завоевал на международном турнире в Шардже, с нее я открыл этот год. Честно говоря, я думал, что это будет первая и последняя медаль, не думал, что буду дальше выступать. Я даже там ребятам сказал: все, я вот выиграл и все, на это хватит. Ну, потом аппетит приходит время еды, да, я выиграл Monaco Open по версии NAGA, North American Grappling Federation. Это было в мае уже, причем за 2 недели до этого я получил серьезную травму. У меня привычно выехал, у меня вылетело плечо 29 раз, спустя 12 лет тоже. После этого я завоевал самые престижные свои награды. Это бронзовая медаль чемпионата мира в Лос-Анджелесе по джиу-джитсу в версии ноуги. Это первая вообще медаль среди всех казахстанских спортсменов в ноуги. Это было 8 ноября. И спустя неделю во Франции, в городе Амьен, я стал бронзовым призером чемпионата Европы по грэпплингу. Здесь тоже в версии NAGA, вот, Europe Championship. Да. И завоевал пояс вот, чемпиона Европы по джиу-джитсу. Это, наверное, Тяжелый. это первый пояс по версии NAGA в Казахстане вообще. И было очень приятно. То есть это мой 4-й пояс в целом. У меня 2 пояса чемпиона мира, пояс чемпиона Германии и вот пояс чемпиона Европы. И учитывая, что я был чемпионом Азии в 1997 году, так я собрал все титулы вне олимпийских видов спорта.
И приятно, конечно, год закончить на такой мажорной ноте, победителем. Все-таки эти несколько секунд эйфории, там, может, час, который длится, они, наверное, все-таки являются таким мощнейшим спортивным наркотиком, ради которого и истязаешь себя, наверное. Сегодня спорт стал для Айдара Махметова не только образом жизни, но и частью его профессиональных обязанностей. По его мнению, спортивная закалка – это не только умение преодолевать сложности, но и терпеть и биться до конца в любых ситуациях. А наша программа подошла к концу. До скорой встречи!